Здравствуйте, уважаемые наши зрители! Мы продолжаем цикл передач, посвященных к столетию Каракыргызской автономной области. И сегодня у нас в гостях экс-первый заместитель министра обороны Кыргызской республики, кандидат философских наук, доцент, полковник запаса Бейшенов Мурат Бейшенович. И первый мой вопрос, Мурат Бейшенович, расскажите, пожалуйста, какие войсковые части были дислоцированы на территории Киргизской ССР, какие задачи они выполняли, и они же были в составе Туркестанского округа? История, написаны книги, очень много статей про историю Туркестанского военного округа. Туркестанский военный округ еще был создан в второй половине XVIII века. Это когда империя. Здесь находились войска, контроль нужен был. Это, понятно, история очень большая. Написаны целые книги, диссертации на эту тему. Вот, ну, в советский период, в общем-то, речь идет о Китае. Китай мы не считали, что он представляет угрозу, но после Даманских событий, годах Даманских событий, и что всю концепцию, доктрину пересматривать, военную доктрину Советского Союза. И поэтому части Туркестанского военного округа были переброшены республиками, которые граничат с Китаем. Там Кыргызстан. Да, и в конце 60-х годов был создан Среднеазиатский военный округ. Целые вот это Аягус, Атар, вот это все. В Кыргызстане здесь 8-я мотострелковая дивизия, 30-й мотострелковый полк, Орская бригада, 68-я Орская отдельная мотострелковая бригада. Та тоже имеет свою историю. До этого был полк мотострелковый, который был полностью переброшен. То есть переброска, концепция все менялась, очень надо было быстро, оперативно все перебрасывать, все быстро решать. Потому что Китай тогда полностью, они Китай уже готовились к полностью полномасштабной войне, и поэтому концепция доктрины была пересмотрена. Этого было размещение войск было направлено на то, чтобы полностью блокировать Китай. Вот. И вот оттуда и появились, и у нас в то время были пограничные отряды, и вот эта бригада 68-я появилась, 8-я дивизия, Апулабы в Нарыне, Апулаб в Караколе, там, то есть, и они были усилены. Кайтарский полк усилен был, мотострелковый Кайтарский полк, он был тоже придан к 8-й дивизии. Вот. То есть вот это вся, я бы назвал это чехардой, но это имел за этим подоплека была, чтобы все усилить, чтобы были боеготовые войска к настоящей полномасштабной войне. Вот такая ситуация была. Ну и потом уже к 90-м годам, уже когда перестройка период, потом в 91-м уже распад Советского Союза, когда все началось резко сокращать. У нас на территории нашего Кыргызстана был 5-й центральные курсы назывались. Ну, за раз называется 5-й центральный курс. Причем это был уникальный центр по подготовке летных кадров, не только летчиков, и техников, и там операторов. В общем, там направлений было около 15 специальностей готовили. Обучались больше 50 стран. И знаменитости есть, там история знает, и космонавт, и Николаев, и монгольский космонавт, и президент Египта, президент Сирии. И вот, то есть столько здесь знаменитостей прошли подготовку именно по летной специальности. Потом оно Фрунзенское училище летное преобразовано было. К нему придавались 3 авиационные полка, вертолетный полк. То есть мощнейшая база была. Ну и, конечно, в 91 году попало под сокращение. И сейчас на сегодняшний день там находится военный институт. И вот этот период, вы представляете, если только брать военную сферу брать, какой был шок
Я не то, что говорю там у людей, а особенно военных, когда говорят, все, армии нету, армии. То есть надо, причем каждая республика создавала свое государство, и, естественно, вооруженные силы. Но то, А, что здесь уникальные части были, уникальное командование, здесь находилось командование, штаб 17-го армейского корпуса находился. Вот где сейчас находится генеральный штаб Министерства обороны, там находился штаб корпуса. А командование 17-го корпуса находилось в Ташкенте. То есть, смотрите, какой масштабы были. И поэтому здесь, когда, особенно в 92 год, когда формирование вооруженных сил, начали брать под юрисдикцию наши вооруженные силы, взяли, тогда мы даже представления не имели, что делать. Ну, я в 92 году не участвовал в этом, но я знаю, что генералов, полковников в то время занимались, и они сталкивались с огромными трудностями, потому что то шло очень непросто. Мы-то декларацию приняли о независимости, а воинские формирования, они не подчинялись ни президенту, никому. Там командующий армия был Кондратьев, генерал-полковник, который дал приказ не подчиняться, армия сохранена. Его не будет, все, возврат к Советскому Союзу будет, ну, потому что не верили. Такая, состояние было такое. Был Шапошников, маршал авиации Шапошников был, который вообще предлагал сохранить на переходной период вооруженные силы стран СНГ сохранить. Вы, говорите, создавайте свои республики, но армии нельзя, потому что единая. мы открыты, Советский Союз распался, ну, любая страна могла, любая провокация, армия никому не подчиняется, управления нет. Говорит, давайте сохраним. Он очень активно выступал. Я его два раза видел его, слушал его речи. Вот он приезжал сюда, у нас был, после него Грачев, по-моему, был, да, приезжали сюда. Но вот он выступал. Идея была вообще-то правильная, потому что ядерный Советский Союз обладал ядерным потенциалом в Казахстане, Украине, в России. Как это все? Какое управление будет? И вот тогда стояла перед и остальными республиками СНГ очень серьезный вопрос, как управлять контингентом, как что делать. Это очень отдельная история, мне кажется, еще не исследована, к сожалению. И вот расскажите, кто преподавал в то время Центральные курсы. центральные курсы? Ну, конечно, профессорско-преподавательский состав, чтобы вся это сводилось к теоретической части. Ну, многонациональный состав был. Ну, в основном преподаватели это российские, скажем так, да? Славянские. Вот, и, ну, были там отдельно, там, азербайджанец был, и армянин один был. Мало того, что опытные специалисты, еще знающие язык иностранный, арабские языки, и там, сирийский, и арабский, и какие только языки нужно знать. И мало того, что знать, он должен профессиональным летчиком быть, еще иностранным. Было очень. Их специально готовили отдельно в Москве, Ленинграде. Они приезжали. У нас таких преподавателей здесь не было возможности. Поэтому, конечно. А если брать по Туркестанский военный округ, позже Среднеазиатский военный округ, сама идея вообще срочная служба, вы знаете, служба, да, прохождение службы офицерским составом. Сама идея была так, что все, если из Кыргызстана, они распределялись, что солдаты, срочную службу, что офицеры, училища и так далее, направлялись в другие районы России, Украины, там. С Прибалтики направлялись в Казахстан, в Среднюю Азию. Я думаю, что здесь лежит очень глубокая идея, чтобы люди, которые, допустим, живут в Кыргызстане, раньше вот таких поездок легко, там самолетов не так много было. И поэтому возможность посмотреть Прибалтику или Дальний Восток это очень, очень важно. Это специально, это идеология, чтобы, да, мы видели, что необъятная страна, Советский Союз, чтобы
Вот я, допустим, в Беларуси срочно я попал. Генерал Тупоев попал на Дальний Восток. Генерал Исаков там, Казахстан, Субанов вообще Прибалтики там. То есть вот так разброс был, и это было очень здорово. И когда мир смотришь, и когда воспитание, и развитие, мне кажется, это очень правильная идеология была. Да, В вот основном расскажите, здесь, какое да, было соотношение по национальным составам ну, войск, дислоцированных на территории Киргизской ССР? я анализ такой не проводил, я не знаю, но я не знаю ни одного в то время, в советский период, чтобы, ну, допустим, с Кыргызстана наши отечественники или земляк командовал полком. В Кыргызстане не было. Вот в России был Украина, там еще где-то наши командовали. Зубанов был командующим корпусом. Яков командиром полка был там, в Казахстане. Судьба генерал в Термезе, он сюда с Термеза приехал. Генерал Тупоев, он на Дальнем Востоке полком командовал, то есть разброс был такой здесь. А потом уже, когда в 92 году уже начали кадры собирать, разбросаны были. И вот здесь я могу назвать там генерал Урзбаев, формирование вооруженных сил, генерал Урзбаев, генерал, тогда полковник Нагайбаев, Шамкеев, Дечель Олег, Металиев генерал, первым был вот, председателем Госкомитета по обороне. Избаев в кадрах. Ну, то есть я могу назвать очень много, которые вот костяк был, который формировали вооруженные силы, и они собирали где служат? На Дальнем Востоке, значит, телеграмму, приезжайте. Кстати, меня тоже с братом, у меня Мамарков, генерал. Я с Украины, а мой брат Мамарков, он из Казахстана вызван сюда. На собеседование мы прибыли, вот кто такие, что. Вот так формирование шло очень. Но зато как-то оперативно, быстро сумели командование назначить на все должности. Надо было все под контроль брать.